Народы Кавказа прежде всего славятся своими уникальными традициями и обычаями, некоторые из которых приводили в восторг путешественников, исследователей, историков, посещавших Кавказ и, исходя из своих наблюдений, описывавших культуру, историю и самобытность кавказских народов. Под словом «традиции» подразумеваются прежде всего те установленные морально-нравственные нормы, которые извлекают из себя пользу и являются одобряемыми действиями как внутри нации, так и со стороны других народов. Однако некоторые обычаи и традиции определенных народов могут показаться слишком безнравственными и заслуживающим должного порицания и осуждения. В качестве примера можно привести такой обычай, как гостеприимная проституция, когда хозяин дома одалживает гостю на ночь для личных потех свою сестру, жену или дочь. Исходя из достоверных исторических материалов, эта мерзкая, грязная и скверная традиция испокон веков свойственна осетинскому народу. Приведем следующие фрагменты из исторических материалов, подтверждающие факт наличия гостеприимной проституции у осетин. Начнем, пожалуй, с Александра Сергеевича Пушкина. Думаю, он не нуждается в представлении, и нет смысла объяснять, кто такой Пушкин. В своей книге «Путешествие в Эрзрум», написанной в 1830 году, в которой великий писатель описывает свое пребывание на Кавказе и в городе Эрзрум на северо-востоке Турции, тогдашней Османской империи, Пушкин также отмечает факт наличия гостеприимной проституции у осетин. Приведем следующие строки из его книги. Осетинцы – самое бедное племя, обитающее на Кавказе. Женщины их прекрасны и, как слышно, очень благосклонны к путешественникам. Очевидно, что под словами «благосклонны к путешественникам» тут подразумевается то, что они сами предпочитали заниматься половым сношением с путешественниками. Иван Иванович Шопен – российский историк, этнограф и государственный деятель французского происхождения. В его труде под названием «Новые заметки на древнюю историю Кавказа», написанном в 1866 году, прослеживаются следующие строки. «Ныне магометанство воцарило в тамошних народах противоположную крайность стыдливости, но не магометане, то есть не мусульмане, до ныне не затрудняются угощать своими женщинами странников, как, например, в Осетии». Евгений Львович Марков – русский писатель, путешественник, этнограф, литературный критик, кавказовед. В своей книге под названием «Очерки Кавказа», изданной в Санкт-Петербурге в 1881 году, он пишет следующее. «Осетинка окрестностей Владикавказа не только не славится целомудрием, но и вошла в пословицу своей продажностью и развратом. Осетин, уже потерявшийся около городского базара и судебных кляузников, стал отъявленным плутом». В энциклопедическом словаре Брагауза и Фрона, который издавался во многих томах в конце XIX – начале XX веках, также содержится информация по интересующей нас теме. В этой энциклопедии под описанием к термину «проституция» прилагаются следующие строки. В России гостеприимный разврат в настоящее время сохранился на Кавказе, среди осетин. На севере, в Сибири, где главную своей целью имеют корыстные побуждения. Далее будет приведена информация из-под пера осетинского государственного и политического деятеля Кубади Кулова. Он также писал и исторические статьи. В своей статье в труде под названием «Известия северо-осетинского НИИ» он пишет. Старики рассказывают о том, что у осетин свободное половое общение замужней женщины со многими мужчинами не только не считалось предосудительным, позорным, а наоборот, такое поведение нередко женщину как в семье, так и в обществе ставило в высокое положение. Женщина, которая не имела сожителей, в обществе не пользовалась уважением. Про такую женщину говорили с презрением, что на нее даже плюнуть никто не хочет. Этих женщин в насмешку называли Тененом Саббат, то есть безымянная суббота. Следы такого свободного полового общения осетинской женщины со многими мужчинами старики, особенно старухи, наблюдали еще в начале прошлого столетия. При этом, что характерно в тот период, это слабое чувство ревности. Таким образом, анализ как фольклорного, так и обычаев осетин позволяют утверждать, что у осетин некогда существовал групповой брак, следы отдельных форм которого сохранились в быту осетин до позднейших времен.
Также подлинно известно, что за время оккупации нацистскими солдатами Северной Осетии, в период Великой Отечественной войны, осетинки массово выходили замуж за немцев. После выселения ингушского народа в 1944 году организатору депортации народов и главе НКВД Лаврентию Берия осетины в знак благодарности подкладывали ему осетинских девушек, с которыми он купался в молочных ваннах в ингушском селе Индконги-Юрт, которое после высылки ингушского народа было переименовано в Дачное.